Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Его не стало на 101-м году жизни. Магомед Медаров был последним ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. Он не достиг совершеннолетия, когда его призвали в ряды Красной армии. В начале 1942 года он был направлен в Белоруссию. В составе пехотного отделения 47-й стрелковой бригады принимал участие в героической обороне Москвы. Он был командиром многонационального партизанского отряда, насчитывавшего более 100 бойцов. За 2 года отряд пустил под откос более 15 железнодорожных эшелонов противника с боеприпасами, техникой, горючим и живой силой. Уничтожил почти 2000 немецких солдат и офицеров. Ветеран был удостоен ордена Отечественной войны первой степени, медали за отвагу и других наград. Далгешдолт, Далкахетенболб. Правительство России утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Она предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни людей. Среди основных задач – повышение пенсионного обеспечения. Также в числе ключевых направлений работы – совершенствование системы предоставления медицинской помощи пожилым людям, особенно в сельской местности. Будут расширяться передовые методы ранней диагностики и профилактики заболеваний. Также продолжается внедрение системы долговременного ухода по всей стране. Сейчас поддержкой пользуются около 170 тысяч человек, а через 6 лет их количество должно вырасти до 500 000 человек. Глава правительства Михаил Мишустин обратил внимание на важность создания условий для самореализации граждан старшего поколения, интересного проведения досуга, занятий спортом, творчеством и получения новых навыков. Правительство подготовило энергетическую стратегию России до 2050 года. В обновленной версии расширен горизонт планирования и учтены существующие вызовы, что должно позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению и связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям. Целью стратегии является новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, эффективную реализацию экспортного потенциала страны и обеспечение энергетической безопасности, а также технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей топливно-энергетического комплекса. Социальные выплаты, финансируемые из региональных бюджетов, предложили назначать через социальный фонд, чтобы гражданам не пришлось собирать справки, доказывая право на льготы и обращаться за ними в разные инстанции. Это позволит россиянам получать положенные им меры поддержки в беззаявительном порядке. Сейчас федеральные пособия назначаются социальным фондом, а предоставление региональных является полномочием субъектов. Поэтому Минтруд совместно с социальным фондом разработал и вынес на общественное обсуждение законопроект, которым предлагается передать полномочия регионов по назначению мер поддержки социальному фонду. Берса Банхаева назначили руководителем Центра управления регионом Ингушетии. В 2007 году Банхаев окончил факультет экономики Современной гуманитарной академии. С 2008 по 2018 годы работал в финансовом сегменте. С 2020 по 2023 годы работал в должности методолога в Центре управления регионом Республики Ингушетия. С 2023 по 2025 заместителем руководителя ЦУР Свердловской области. В Главном управлении МЧС России по Ингушетии сообщили, что в течение суток 15 апреля, ночью и утром 16 апреля на территории региона ожидается очень сильный дождь. В горах с мокрым снегом. В высокогорье очень сильный снег. На реках повышение уровней местами до неблагоприятных отметок. В горах сход селей малого объема. В ведомстве призвали жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными. Школьная программа, по которой обучаются российские ученики, будет синхронизирована с заданиями единого госэкзамена с 1 сентября текущего года. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что важный шаг для системы образования России – ограничение максимального количества контрольных и проверочных работ, включая ВПР, до 10% от общего объема учебного времени. Напомню, досрочный период ЕГЭ в 2025 году начался 21 марта и продлится до 21 апреля. Основной пройдет с 23 мая по 4 июля. Телефонные мошенники стали взламывать личные кабинеты на госуслугах, представляясь сотрудниками поликлиник и предлагая пройти диспансеризацию, сообщили в МВД. Для записи на диспансеризацию мошенники просят назвать код СМС, который служит для входа в личный кабинет. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут распоряжаться им в своих корыстных целях, говорится в сообщении. В МВД для защиты своих данных советуют устанавливать сложные пароли и двойную систему защиты.